урок. Здравствуйте, ребята! Вы готовы к уроку русского языка? Приготовили тетрадь, учебник, ручку, линейку, карандаши. Итак, начинается урок. Он пройдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять, чтобы грамотно писать. Ребята, прочитаем пословицу. Легким делается все то, к чему приложишь старание. Нам сегодня предстоит большая работа, с которой справятся только самые активные и внимательные. Послушайте стихотворение. Очень занимательное, имя прилагательное. Трудно будет без него, если пропадет оно. Ну, представь-ка себе это, как без признаков предмета. Будем спорить, говорить, веселиться и шутить. Что тогда получится? Стоит разве мучиться? Не скажем мы «прекрасная», не скажем «безобразная», не скажем маме «милая», «красивая», «любимая», отцу и брату и сестре. Не сможем говорить нигде эти замечательные, эти прилагательные. Сейчас мы вспомним все, что изучили об имени прилагательном. Что обозначают имена прилагательные? Признак предмета. На какие вопросы отвечают имена прилагательные? Какой, какая, какое? С какой частью речи всегда связано имя прилагательное? С именем существительным. Как изменяются имена прилагательные? По числам, родам, падежам. Как можно определить род, число, падеж имени прилагательного? По имени существительному. Замечательно. Ребята, но чтобы точно определить тему нашего урока, я предлагаю выполнить задание. Вы должны вставить окончание и указать падежи. У любимой мамы родительный падеж. По узкой тропинке дательный падеж. С сочной ягодой творительный падеж. О ранней весне предложный падеж. Ребята, вы догадались, чем будем заниматься сегодня на уроке? Тема нашего урока – правописание безударных окончаний имен прилагательных женского рода. Сегодня на уроке мы уточним роль имен прилагательных в речи. Будем учиться склонять имена прилагательные и правильно писать падежные окончания имен прилагательных женского рода в единственном числе. Ребята, давайте с вами рассмотрим схему. Какие падежи отвечают на один и тот же вопрос? Родительный, дательный, творительный, предложный. На какой вопрос отвечают? Какой? Какие окончания они имеют? Ой, ей. Предлагаю вам проверить, так ли это. Давайте просклоняем словосочетание «ласковая весенняя песня». Именительный падеж. Какая? Ласковая весенняя песня. Родительный падеж. Нет, какой? Ласковой весенней песни. Дательный. Дать какой? Ласковой весенней песни. Винительный падеж. Вижу какую? Ласковую весеннюю песню. Творительный. Рад какой? Ласковой весенней песней. Предложный падеж. Думаю, о какой? О ласковой весенней песне. Ребята,
сделаем вывод. Имена прилагательные женского рода в родительном, дательном, творительном и предложных падежах имеют окончание «ой», «ей». В творительном падеже может быть также окончание «ою», «ею». В винительном падеже прилагательные женского рода имеют окончание «ую», «юю». Хорошо. Ребята, я теперь попрошу вас прослушать небольшое четверостишье. Над необъятной Русью, с озерами на дне, загоготали гуси в зеленой вышине. Определим падеж имен прилагательных. Давайте вспомним, как работать. Найти существительное, от которого зависит прилагательное, и поставить вопрос. Второе. Определить падеж существительного. В этом же падеже стоит и прилагательное. Третье. По вопросу и падежу узнать окончание. Над чем? Над Русью. Творительный падеж. Над Русью какой? Необъятной. Творительный падеж. В каком падеже существительное, в таком же и прилагательное. В чем? Где? В тишине. Предложный падеж. В вышине какой? Зеленой. Предложный падеж. А сейчас немного отдохнем. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый, пестрою стеной стоит над светлою поляной. Березы желтою резьбой блестят в лазури голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь листве сквозной просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца, и осень тихою ступой вступает в пестрый терем свой. Без гимнастики, друзья, нашим глазкам жить нельзя. Ребята, регулярно делайте гимнастику. Отдохнули? Продолжаем. Ребята, предлагаю вам выполнить задание для закрепления новой темы. Определите падеж прилагательных в предложениях. Пользуйтесь памяткой. На выполнение 1 минута. Проверьте свою работу по эталону. Над широкой творительный падеж. Степью хищный коршун вьется. Мальчик в беленькой рубашке по селу идет. Предложный падеж. В окнах сельской родительный падеж. Церкви огоньки мигают. Отец его занят работой домашней. Творительный падеж. Оцените свои успехи. А сейчас давайте вспомним и выполним морфологический разбор слова «над широкой». Над широкой – это прилагательное, обозначает признак предмета и отвечает на вопрос «над какой?». Начальная форма. Какой? Широкий.
употребляется в женском роде, в творительном падеже, в единственном числе. В предложении является второстепенным членом, определением. Поясняет существительное степью. Молодцы! Ребята, наш урок подходит к концу. Давайте подведем итог. В каких падежах окончания прилагательных одинаковые? В родительном, дательном, творительном и предложном. Назовите падежные окончания имен прилагательных женского рода в единственном числе. Как определить падеж прилагательного? По падежу существительного определить падеж прилагательного. Мы славно потрудились на уроке, но вы закрепите эту тему. После урока предлагаю вам просклонять два словосочетания женского рода и сделать морфологический разбор слова «у любимой мамы». А теперь составьте словосочетание об уроке, используя какое-либо из данных прилагательных. Урок был интересный, неинтересный, полезный, продуктивный, веселый, познавательный, скучный. На этом, ребята, наш урок заканчивается. До новых встреч на уроках русского языка.